Афанасий Алексеевич Николаев. Мы его просим сюда. Он нам очень интересно расскажет. Он сам кандидат исторических наук, серьезная фигура, молодец, выше многих из нас здесь, он хороший человек. Поэтому послушаем его внимательно, зададим вопросы, если они возникнут спонтанно. Ну а потом вам уже, так сказать, дальше какие-то вещи говорить, которые вы хотели сделать после вашего выступления. Чтобы я, так сказать, не прерывал вашу речь. Договорились? Спасибо. Но если говорить о Василии Ивановиче Оконешникове, он действительно легендарная личность, но мне довелось с ним познакомиться по своей прежней работе. Я 11 лет с 2000 по 2011 годы работал в правительстве республики, администрации президента республики Саха-Якутия и курировал в том числе вопросы взаимодействия с религиозными объединениями. Вы сами свидетели того, что происходило в России последние 25 лет с момента распада СССР. Вот те же процессы происходили и у нас в Якутии. Очень много разных религиозных организаций, увлечения оккультными разными знаниями. Если вот мы говорим сегодня вот о шаманах, то нужно открыто говорить, что на одного действительно такого одаренного человека там приходится сотня лже-шаманов, лже-целителей. И наряду с такими действительно неординарными людьми, как вот Александр Михайлович Герасимов, который здесь присутствует, вот Василий Иванович Оконешников, очень много людей, которые просто спекулируют на этом. И когда я вот работал, к нам поступила жалоба, вот наше министерство тогда, о том, что есть такой некий товарищ Оконешников, что он тут под разными предлогами, в общем, зомбирует людей, и мне надо было разобраться. И вот в связи с этим письмом, жалобой, мне довелось первый раз увидеть Василия Ивановича. Мы с ним встретились, пообщались, он произвел очень хорошее впечатление, и на что я обратил внимание при первой встрече, на то, что человек, действительно являясь серьезным ученым, он работал в Институте космофизики Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Потом защитил кандидатскую диссертацию по философии, международные философские конгрессы проводил, виртуальные. И было видно, что он действительно серьезный ученый, с одной стороны. И с другой стороны, человек, который разработавший уникальную методику диагностирования и лечения различных заболеваний. И когда он мне показывал вот эти свои схемы, у него более 500 схем и таблиц, как он диагностирует вот людей, как он вот показывал вот эти рисунки, вот человека там, вот, как шарики вот эти, и говорил вот о новемологической таблице, которую вот, он таблицу Менделеева по-своему трактует, говорил вот об урановом квантовом компьютере. Я, будучи гуманитарием, конечно, честно говоря, многие вещи не понял, но было понятно, что будущее за такими людьми, поскольку мне приходилось в свое время работать и в школе, и в вузе, и, к сожалению, вот многие вещи мы, мне кажется, преподаем неправильно. И с этим связаны вот многие системные проблемы вот нашей технократической цивилизации. Вот то, он о чем говорил, когда вот еще вот что привлекло, это его стремление свои идеи апробировать. При том, что интересно, он начинал работать с детьми. Вот, если он разрабатывал какую-то вот свою новую теорию, то он практиковал на детях. Почему на детях? Ну, видимо, связано с тем, что они более восприимчивы к новому и добивался уникальных результатов. Например, дети в течение 3 лет, если вот по его новемологической таблице изучали, то курс полный обучения вот, алгебре, физике, химии, вот, тех наук, которые мы, обычные люди, там, за 10 или 11 лет проходим,
вот эти дети маленькие за 3-4 года. Вот если представить внедрение вот этой методики Василия Ивановича, то получается для государства огромная экономия средств. Мы же знаем, что вот, как госслужащий, я вот даже могу назвать такие цифры, что в 90-е годы 30% бюджета республики нашей Саха-Якутия приходилось на систему образования. Там выделяются огромные деньги. Но я думаю, в Новосибирской области и на уровне России примерно такое же соотношение есть. И вот представьте, что экономия в 3-4 раза. То есть действительно вот то, что предлагает, то, о чем говорит Василий Иванович, за этим будущее. Но если говорить об этих книгах, меня очень заинтересовало и понравилось то, что здесь не только вот его теория, его взгляд, вот синтез взглядов Василия Ивановича, который якутскую, вот, тюркскую традицию, древнюю шаманскую, и опыт русского целителя Александра Михайловича и вот Валерия Владимировича, который вот собрал этих неординарных людей. Вообще, это, наверное, уникальный пример, ну, наверное, и у Саха, ну и вообще в практике вот многих людей. Два шамана, они обычно вообще даже в одном помещении не могут больших находиться. Притом это связано не с личными вот этими какими-то амбициями, а то, что за ними же тоже кто-то стоит. Соответственно, собрать воедино вот двух таких людей неординарных, написать такую книгу тоже стоит, наверное, очень дорогого. И вот если говорить о перспективах, о том, ну, о практической отдаче вот, тех идей, которые изложены вот в этих книгах «Инженерии шаманизма» и «Излечение невозможного», но мы вот все являемся свидетелями того, что аптек становится все больше, врачей становится все больше, но результатов нет. Мы видим. Изобретаются какие-то новые прививки, но, извините, там эпидемии гриппа становится еще больше. Наоборот, складывается впечатление, что иммунитет детей еще ослабевает. И необходимо искать другие нетрадиционные формы лечения. Но вернее, наоборот, надо, наверное, вот, называть их традиционными. И вот идеи вот таких людей, как Василий Иванович Оконешников, как Александр Михайлович Герасимов, необходимо внедрять в практику. И что интересно и что очень актуально, я думаю, что вот эти люди, они пытаются восстановить нашу связь, утраченную вот современных людей, с космосом. Но в силу своей одаренности они получают информацию оттуда, из космоса напрямую, и нам пытаются вот в терминах, в словах, которые нам, обычным людям, более или менее понятны, пересказать, что вот есть такая возможность. С другой стороны, каждый человек делает свой выбор сам. Он останется вот в этой трясине обычного повседневной жизни и исчезнет. Либо он совершит качественный прорыв в будущее. Но сейчас же вот говорят, там квантовый переход, эпоха Водолея, много разговоров. И вот эти люди, они по сути, я считаю, вот и Василий Иванович, и Александр Михайлович, это вот пророки, которые нам показывают дорогу в будущее. И что очень хорошо, то что их поддерживают представители вот и официальной науки, многие известные ученые в Академгородке, в Новосибирске. И вот этот синтез науки и вот древнего традиционного знания, это, я думаю, поможет не только вот конкретно там новосибирским жителям Новосибирска, там, Республики Саха-Якутия, но и всего мира. Вот если посмотреть то, что происходит в мире, действительно небывалые ведь вещи, и ход времени ускоряется. Я человек просто, который долгое время там, вот, занимался аналитикой, там, политические вот эти процессы отслеживал и религиозную ситуацию, занимающуюся, анализирую вот эти процессы. И
сейчас в течение 1 года происходит столько событий, насыщенность такая, что вот 100, там даже несколько сот лет прежней истории человека. Но это, возможно, связано с тем, что вот информационный взрыв. Есть же данные о том, что начиная с 1986 года в мире издается за 1 год столько же литературы, сколько вот за всю историю человечества до 1986 года. И человек не может вот эту информацию переварить. Вот те же онкозаболевания, возможно, следствие того, что идет информационная перегрузка, и люди не могут осознать и понять. Конечно, мы находимся, мне кажется, вот на какой-то начальной стадии. И многие вещи, то, о чем вот Василий Иванович говорит, Александр Михайлович вот практикует, что-то вот Валерий Владимирович понял, осознал. Мы до этого не дошли в массе своей. И, наверное, многие не поймем и не дойдем. Но это начало вот этого пути. Вот тот же Конфуций, ведь знаменитые высказывания, вы, наверное, все знаете, что дорога в 1000 ли начинается с первого шага. И вот эти люди, они как первопроходцы, они делают первый шаг и показывают дорогу в будущее к нам. И от нас самих зависит осознание и понимание вот того, о чем они говорят. И те люди, которые вот это первыми осознают, вот наша задача, вот, выйдя вот из этого зала, почитав эти книги, пообщавшись с этими людьми, максимально распространить эти свои знания среди своих близких, знакомых. И произойдет такой эффект, когда брошенного камня, вот камень же мы бросаем в воду, как круги расходятся по воде. И не нужно недооценивать, мне кажется, к сожалению, вот есть такой феномен маленького человека. Мы все почему-то считаем, что от нас ничего не зависит. Вот голос одного человека, он ничего не решает. А на самом деле это не так. И даже вот почитать нашу Конституцию Российской Федерации, просто взять примеры из истории. Один человек может очень много. Я не буду вот вас долго задерживать и хотел бы вот на сцену пригласить своих коллег, Тупсану, культуролога Алкощи, которая проводила церемонию, Светлану Семеновну Неустроеву. Они покажут вам небольшое такое попурри из вот как раз нашего якутского эпоса Аланхо, с тем, чтобы немножко и разгрузить, и как-то перевести в немножко русло нашу дискуссию. Спасибо. Спасибо большое.